В республике начнут масштабный ремонт трассы Амга. В одноименном районе, напомним, действовал режим ЧС. Длительные дожди в Заречье размыли дороги, серьезно нарушив в Улусе транспортное сообщение. Накануне на границе Амгинского и Мегино-Кангаласского районов прошло выездное заседание Управления автодорог. Репортаж Виталия Абрамова. На сегодняшний день хоть трасса и высохла, но проблемных участков хватает. На всем протяжении Амгинского Улуса действует ограничение по весу в 5 тонн. На отдых еду, трасса одно расстройство, вот снова пузом сел. А что тут думать-то? Ужас. Ужас, конечно. На первое выездное совещание штаба съехали все потенциальные подрядные организации, которые будут задействованы на аварийно-восстановительных работах. По планам, в общей сложности на ремонте автодороги будет задействовано более 40 единиц самосвальной техники, 10 автогрейдеров и 15 бульдозеров. Задача поставлена руководством Министерства транспорта и дорожного хозяйства и заказчиком управления перед подрядными организациями. Это полное восстановление автомобильной дороги Амга без ограничения движения транспорта до 1 сентября, это крайний срок, и до 20 числа августа это восстановление, ограничением где-то до 20 тонн. Уже до конца недели дорожники должны будут перебазироваться в эти места и с понедельника начать масштабные ремонтные работы. Подрядчиками выступят Мегино-Кангаласские автомобильные дороги, дороги Алекмы и хозяева трассы Амга-Автодор. Постараемся справиться, должны справиться. Если надо будет, привлечем Кангалас Автодор, субподрядчика привлечем, но из создавшейся ситуации выйдем с помощью субподрядчика или со своим силам. Рекордные сроки объясняются не только отсутствием транспортной связи между наследниками, но и тем, что из-за неудачной навигации этого года основная часть горючего для нужд ЖКХ Амги будет перевезено по земле. Самый главный вопрос у нас сейчас стоит, конечно, в завозе угля, подготовка к зиме. Поэтому вопрос, я думаю, до середины августа уже должен быть более нормальная дорога. Соответственно, у нас есть и объекты, 5 объектов по ИМБЕС-программе, по программе переселения граждан. Поэтому в этом плане строительные материалы, перевозка грузов тоже должна осуществиться. Такие выездные мероприятия будут проходить 2 раза в неделю до конца аварийно-восстановительных работ автодороги Амга. Поэтому дорожники надеются, что граждане с пониманием отнесутся к десяткам единицам тяжелой техники, которые будут проводить ремонтные работы. Виталий Абрамов, НВК «Саха», Амгинский Улус.